начале 2024 года, подводя итоги года педагога и наставника, общественность признала достоянием АГИ чету педагогов Никоновых, которые по праву заслуживают такого высокого статуса. Ювеналий Васильевич и Тамара Дмитриевна Никоновы были известными педагогами АГИ. Удивительно педагогическая династия Никоновых. Как пишут историки Музея образования при Агинском педагогическом колледже, педагогов в династии Никоновых 7. Отец Ювеналия Васильевича, Василий Семенович Никонов, общий учительский стаж отца составил 12 лет. В годы Великой Отечественной войны был призван добровольцем на фронт. Погиб при форсировании Вислы. Его супруга, то есть мать Ювеналия Васильевича, Анфиса Евстафьевна, имела 35 лет педагогического стажа. Сестра Галина Васильевна проработала педагогом 34 года. Сам Ювеналий Васильевич большую часть своей трудовой деятельности проработал в Агинском педагогическом, в то время училище, ныне колледж. В наши дни в музее колледжа остались записи воспоминаний самого Ювеналия Васильевича, где он пишет, что он, как любой житель поселка Агинское, со школьных лет был связан с педучилищем. У матери Анфисы Евстафьевны Никоновой, учительницы начальных классов Агинской средней школы номер 2, студенты училища проходили практикум. Сам я, пишет Ювеналий Васильевич, проработал в училище 20 лет, 19 лет из которых был заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В музее Агинского педагогического колледжа бережно хранится история педагогов Никоновых. Но Ювеналий Васильевич, когда я пришла работать, в 1981 году уже работал. Он работал в Агинском педагогическом училище, начиная с 1976 года по 1996 год. 19 лет он работал заведующим учебной частью, преподавал физику, астрономию. Нужно сказать, что Ювеналий Васильевич был действительно педагогом-наставником, особенно для молодых педагогов, для студентов, которые вспоминают до сих пор бывшие выпускники нашего училища, колледжа, каким был он прекрасным педагогом, тактичным, талантливым, скромным педагогом был как раз именно Ювеналий Васильевич Никонов. Если охарактеризовать как руководителя, то я не знаю, лучше Ювеналия Васильевича я, наверное, в жизни не встречала. Мы брали у него пример скромности, высокого профессионализма, человеческой доброты, понимания, мудрости. В Агинском национальном музее была организована выставка с фотографиями Никоновых, где отображалась история семьи. Эта же выставка была выставлена в зале окружного ансамбля песни Таса Марсен при торжественном закрытии года педагога и наставника и открытии нового года семьи в 2024 году. Заведующий учебной частью Никонов Ювеналий Васильевич относились ко мне очень доброжелательно, но и требовательно, естественно. И поэтому на многие уроки мои ходили они, и при этом без спросу или еще что-то, просто зайдут и сядут. И поэтому приходилось, как говорится, хотя к урокам мы готовились тщательно, строгий был у нас завуч, и поэтому робели, естественно, потому что такие мастера своего дела посещают урок начинающего учителя, преподавателя. Это было как-то влияло на психику, наверное, или как. Он очень заботливо относился к молодым преподавателям и, естественно,
вел большую работу, чтобы мы учились дальше, повышали свою квалификацию. Вот это была одна из самых таких важных частей его работы, потому что московские курсы, которые мы проходили в повышении своей квалификации, они очень влияли на качество нашей работы, на качество следующего диплома нашего, который мы выдавали своим выпускникам. И тут надо сказать, что многие наши выпускники потом в последующем становились учеными, а затем, значит, знаменитыми учителями школ. И, по сути дела, благодаря именно Ювеналию Васильевичу, его требовательности, прозорливости в каком-то смысле, он, значит, оставил очень глубокий след в жизни нашего учебного заведения. Нашим заучем в училище был Никонов Ювеналий Васильевич. Прекрасный учитель, прекрасный человек, душевный, внимательный, ну и, конечно же, строгий, потому что ему приходилось заведовать таким большим заведением. А также Ювеналий Васильевич вел у нас урок астрономии. И вы знаете, уже на протяжении многих лет я пользуюсь теми знаниями, которые нам дал этот учитель. Ювеналий Васильевич посвятил нас в азы космонавтики, в азы нашей большой, огромной Земли, какие звезды, что из себя представляют Луна и вообще, что такое звездное пространство. И мы до сих пор, даже мои подруги, коллеги, которые учились со мной, благодарны этим знаниям. Также я хочу сказать, что моим классным руководителем являлась Никонова Тамара Дмитриевна. Нам было, молодым девчонкам, по 15 лет, когда мы поступили в это училище. И для нас она стала второй мамой. Уважаемый Ювеналий Васильевич, дорогая Тамара Дмитриевна, коллектив Агинского педагогического колледжа имени Базара Ринчино выражает вам свое почтение и передает огромный привет. Мы всегда вас помним очень красивой парой, семейной парой. В то время мы обучались, были вашими студентами. Сегодняшнее поколение преподавателей, которые сейчас работают, многие из которых являются вашими студентами, часто вспоминаем вас, ровно как и поколение наших ветеранов, преподавателей, ветеранов педагогического труда. И, конечно же, эти времена для нас кажутся самыми счастливыми, когда мы были молоды, когда мы имели возможность обучаться у таких мастеров своего дела. И сегодня те традиции, которые были заложены тогда, в старые добрые времена, они, хочу сказать, живы. Сегодня студенчество наше живет бурно, активно, интересно. И хочется сказать вам огромное человеческое спасибо. Агинский педагогический колледж помнит всю историю, связанную с вашими именами, с вашей деятельностью. У нас сейчас работает музей истории колледжа, где мы занимаемся со студентами музейной педагогикой, проводим интересные мероприятия, и весь материал, он у нас сохраняется. Ну и, конечно же, хочется сказать несколько слов из воспоминаний. Всегда помнится вот строгий, деловой вид, требовательный взгляд Ювеналия Васильевича, особая какая-то вот интеллигентность. И поэтому это остается для нас по сей день образцом преподавателя Агинского педагогического колледжа. Хотим сказать, что мы помним вас,
Желаем вам доброго здоровья. Вам и вашим родным и близким хотим пожелать мира и добра, благополучия вашим семьям. К 80-летию Агинского педагогического училища, вспоминая годы работы в Агинском, Ювеналий Васильевич и Тамара Дмитриевна Никоновы прислали письмо со стихами. День один другим сменяется, мчатся годы чередой, 80 вам исполняется, но народ здесь боевой. Ветераны с орденами и с седой головой здесь сегодня вместе с вами в блеск славы трудовой. Вот заслуженный учитель, он сейчас совсем не строгий, там геолог и строитель, зоотехник, педагог, кандидат наук и лектор, там и бывший председатель, из Могойта и директор, из Гунея воспитатель. Их одно объединяет, и одно их всех роднит. Мы в училище учились, каждый гордо говорит. Пусть на разных мы дорогах славные дела вершили, мы у этого порога в жизнь путевку получили. И где б мы ни работали, и где б мы ни жили, училище мы помним, всегда его любили. У молодых все впереди, их в зале этом много, им предстоит еще пройти своей славною дорогой. Училище наше пусть процветает, не годы, столетий живет, иную смену пусть просвещает, Агинскому округу славу несет. Ювеналий Васильевич Никонов, сентябрь 2010 года, город Тольятти. Ныне чета Никоновых живет за пределами Сибири, и пусть не прерывается связь между педагогами и наставниками Никоновыми и агинской общественностью. Добрых и долгих дней вам, Ювеналий Васильевич и Тамара Дмитриевна.